В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Восстановление занятости и доходов населения. Утверждены меры поддержки сельского хозяйства, вошедшие в антикризисный план. Треск и грохот разбудил жильцов дома по улице Кальвица в Якутске. У деревянной двухэтажки провалилась крыша. Какие меры приняты? Авиакомпания «Якутия» объявила о значительном снижении тарифов на один маршрут. – 95 новых случаев коронавируса выявили в республике за минувшие сутки. По данным регионального оперштаба, в Якутске 57 заболевших, в Мирнинском районе 7 случаев, в Мигино-Кангаласском районе 6, в Алданском, Верхневилюйском, Татинском районах по 4, в Кобяйском, Намском, Сунтарском районах по 3, в Ангинском, Усть-Алданском районах по 2 случая. Летальных исходов от COVID-19 за сутки нет. Лаборатории республики провели более 4000 исследований на коронавирус. Сегодня утром в службу спасения Якутии поступило сообщение о том, что в двухэтажном деревянном доме на улице Кальвица в Якутске обрушился потолок. Выяснилось, что потолок рухнул в одной квартире на 2-м этаже. Масштаб происшествия оценил мой коллега Юрий Осипов. Обрушение потолка произошло примерно в 8 часов утра. Со слов жильцов квартиры, с раннего утра были слышны странные звуки и начало все сыпаться. Спустя пару часов потолок просто рухнул. Смотрю и думаю, вот сейчас она упадет. И уже видела, что потолок уже обваливался, и он упал. То есть пострадавших не было, мы как раз все спали. Было утро, поэтому воскресенье, поэтому, слава богу, никто не пострадал. Дети у нас были в другой вообще комнате. Мы сразу звонить в МЧС и очень быстро приехали. Потолок обрушился в коридоре квартиры. По словам соседей, с нижнего этажа грохот был просто ужасающий. Но шум был большой. Я удивился, что такое. Даже вот вышел, посмотрел на кухне и так далее, нормально. Но это было, слышно было, что это сверху, наверху, на 2-м этаже. Как сообщили жильцы, дом построен еще в середине прошлого века и сегодня держится только на честном слове. Однако, несмотря на плачевное состояние, дом на данный момент так и не признан аварийным. Соседи говорят о том, что не раз обращались в управляющую компанию «Юнион», но их игнорировали. «Юнион» компания. Сколько заявок сделано было им неоднократно, звонков, чтобы крыша рушилась, я крышу сам, она ее повело, шифер сыпется со второго, с крыши, шифер сыпется, это опасно для проходящих просто мимо людей, жильцов тем более. Потолки обвисают, каждый год делаем ремонт, окна трещат. Дом садится, угол сел на полметра сел где-то, левый угол. По сообщению руководства управляющей компании «Юнион», на месте происшествия работала инспекция, и решения будут приняты только завтра. В этой квартире проживает 4 человека, в том числе маленький ребенок. И только чудом удалось избежать жертв. По факту обрушения будет проведена прокурорская проверка. Многоквартирный дом, где произошло обрушение части потолка, аварийным не признавался. В ходе проверки с привлечением специалистов уполномоченных органов будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, в том числе полноты, законности и своевременности принятия мер органами местного самоуправления, управляющей компанией. По итогам проверки, при наличии оснований в отношении всех причастных к произошедшему будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Наш канал продолжит следить за развитием событий. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений сможет считаться заключенным с момента назначения временной управляющей компании. В осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть во 2-м чтении соответствующие поправки в жилищный кодекс. Сегодня временную управляющую компанию, в домах, жильцы которых не определились со способом управления, могут назначить местные власти на срок до 1 года. Порядок принятия такого решения регулируется правительством России. Однако собственники, не определившие управляющую компанию, по-разному могут не заключить договор с назначенной им компанией. В связи с этим правительство предлагает считать такой договор заключенным с того дня, когда муниципалитет примет решение об определении управляющей организации.
Кроме того, новые технологии нотариата позволят дистанционно оформлять квартиры. В конце года вступает в силу закон, разрешающий проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это позволит переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе. Например, покупателю из Якутска и продавцу из Москвы будет не обязательно лично встречаться друг с другом. Особенно удобный новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место или оформлять доверенность на кого-то из местных. Таким образом, совершить сделку станет проще. 6 мер поддержки агросектора вошли в общенациональный антикризисный план. Он призван обеспечить восстановление занятости и доходов населения, говорится на сайте Госдумы. Среди утвержденных мер поддержки сельского хозяйства: увеличение доли госзакупок продукции у фермеров, субсидирование тарифов на перевозку овощной продукции, удобрений и семян для субъектов Дальнего Востока, а также отказ от пункта об отсутствии задолженности по налогам и сборам при соискании фермерами грантов в текущем году. Кроме того, на 1 год продлили сроки использования грантов, предоставленных на развитие малых хозяйств на селе. Также до года предложено продлить срок действующих краткосрочных кредитов и предоставить отсрочку по выплате основного долга и процентов. Возвращаемся в наш регион. Новую дизельную электростанцию запустят в Оленёкском районе. По сообщению пресс-службы управления Госстройжилнадзора Республики, мощность станции 4700 киловатт. Новая электростанция будет обеспечивать электричеством жителей сел Оленёк и Харьялах. Стационарная дизельная электростанция состоит из производственного корпуса, расходного склада, дизельного топлива, модульной котельной и инженерных сетей. В машинном зале установлено 7 современных дизель-генераторов. Сообщается, что электростанция сейчас работает в пусконаладочном режиме. После этого дадут оценку готовности объекта к запуску. Тем временем завершается асфальтирование внутриквартальных территорий Якутска. Общая площадь работ более 15 километров. Завершены работы на участке, подводящей дороги к республиканской больнице номер 2. Закончили асфальтирование переулка Бурнашова. В рамках муниципальной программы формирования современной городской среды асфальт площадью 5000 квадратных метров уложили на территории ЕРКБ. Общая сумма работ составила 15 миллионов рублей. Также на территории республиканской больницы проведено устройство тротуаров и бордюров. В том числе заасфальтировали участок улицы Феликса Кона, сообщает окружная администрация. Авиакомпания «Якутия» объявила о значительном снижении тарифов по маршруту Нерюнгри-Красноярск-Нерюнгри. С 30 сентября в течение 2 месяцев можно приобрести билеты по минимальной стоимости. Тариф без багажа от 5000 рублей, а тариф с багажом от 7000. Время в пути составит всего 3 часа. Напоминаем, что норма бесплатного провоза багажа до 20 килограммов, а ручная кладь до 10 килограммов. Купить билеты без дополнительных сборов агентств можно на сайте авиакомпании «Якутия». День гражданской обороны отмечают сегодня. Праздник учредили 4 октября 1932 года, когда, согласно постановлению правительства, была создана система местной противовоздушной обороны Советского Союза. В 1961 году ведомство преобразовали в войска гражданской обороны. За годы деятельности были разработаны основы защиты населения, а после крупной катастрофы на Чернобыльской АЭС в задачи гражданской обороны вошла борьба с техногенными и природными катастрофами. С профессиональным праздником сотрудников гражданской обороны поздравил глава Якутии Асан Николаев. В последние годы сформирован новый облик оборонной системы, главной задачей которой стала не только защита от опасностей военного времени, но и от рисков повседневной жизни. Вы обеспечиваете безопасность якутян, спасаете самое дорогое – человеческие жизни, говорится в поздравлении главы. 2 школам Нерюнгринского района присвоят имена героев социалистического труда. Такое решение принял районный совет депутатов на очередной сессии. Так, школе номер 14 поселка Серебряный Бор присвоят имя героя социалистического труда, почетного гражданина Нерюнгри Алексея Наволоцкого, а школе номер 18 имя героя социалистического труда, заслуженного строителя, почетного гражданина Нерюнгри Михаила Михеева. Присутствующие на сессии представители данных образовательных учреждений поблагодарили депутатов за единогласное принятие решения по данному вопросу. В историческом парке «Россия. Моя история» стартовала выставка «Победа-75». Экспозиция представляет из себя уникальный синтез мультимедийного контента и предметного ряда, включающего личные вещи, письма и телеграммы с фронта якутских солдат.
По словам сотрудников музея, экспонаты для выставки были предоставлены из музеев-партнеров, а также из частных коллекций. Особый отклик у посетителей вызвал отрывок письма Або Торговкина своей возлюбленной Аграфене Антоновой. К сожалению, любовь солдата и девушки продлилась недолго. Або погиб в возрасте 23 лет в районе Калининский, ныне Псковской области, во время наступательной операции. Посетить выставку можно со вторника по субботу. Вход свободный. Было разработано около сотни научных статей, из них было переработано около 56 тем для раскрытия вообще темы тыловой работы в Якутии. Что вообще Якутия испытала в годы войны и через что пришлось пройти людям. Экспонаты для нашей выставки были собраны, скажем, из ряда в сотрудничестве с рядом музеем нашего города Якутска, в сотрудничестве с частными коллекционерами. А в селе Тас-Юрях Мирнинского района открыли долгожданный школьный стадион. В 2017 году жители села подняли вопрос о необходимости строительства спортивного комплекса. Проект удалось реализовать путем сотрудничества района с нефтяными компаниями. Марферина Алексеева продолжит. Футбольное поле с газоном, комплекс тренажеров, баскетбольно-волейбольная площадка, дорожка для бега и полоса препятствий. Стадион состоит из 5 независимых площадок, позволяющих пользоваться ими одновременно, не мешая друг другу. Этот стадион станет центром спортивной жизни всего села. Несмотря на то, что в Тас-Юряхе проживает чуть больше 500 человек, Наслег издавна славится спортсменами, которые добились успеха на чемпионатах Европы, Кубках мира и стали призерами в Олимпийских играх. Как отмечают сами учащиеся, заниматься спортом было всегда проблематично. Прежней площадкой пользовались всем селом, и каждому отводилось определенное время. Вот старший в другое время, а младший в другое время. Но сейчас у нас есть спортивная площадка хоть куда, большое помещение хоть куда. Мы не могли ожидать, что у нас будет такая площадка, как в городе. Я 11 класс, вот, скоро заканчиваю, но вот эти дети будут очень заниматься, я верю в их, что в спорте у нас будет достигать высшего уровня. На территории этого наслега 50 лет назад было разведано Среднебаутобинское нефтегазоконденсатное месторождение, которое сегодня активно осваивают недропользователи. Участие нефтяных компаний в социально-экономическом развитии населенных пунктов позволяет повысить уровень комфортного проживания для жителей села. Так, ремонт школы в этом году профинансировала компания РНГ и Сургутнефтегаз, а стадион возведен за счет средств районного бюджета и компании Тас-Юрях-нефтегазодобыча. С нашей помощью был построен новый стадион. До этого была реконструирована детская площадка, построен детский сад в селе Тас-Юрях. Планируем продолжать сотрудничество. Мы очень надеемся, что в этом году получим проект и госэкспертизу строительства нового дома культуры в селе Тас-Юрях. И уже предварительно мы договорились, что также будет на долевых участиях профинансировано строительство нового дома культуры для села Тас-Юрях с участием общества Тас-Юрях-нефтегазодобыча. В этом году селу Тас-Юрях исполняется 125 лет со дня образования. Это старейшее село Мирнинского района. На земле наслега успешно добываются полезные ископаемые. Жизнь сельчан обязана становиться качественней и комфортней. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.